nășonte, cuștui-te munigăn și la mi pomte, că vlasni taie se polipi, Iisus oța la șala mărbi. Iubit vierme pe mânse, Krista șete, Krista șețexe, vezi e spomte, ради тебя потом шишья сетава с нами. Özjene şişye si hücre değişe, lok mi kad mušar se juge de ničme, mırdan kodaci laslo asra, stave sranje te garaž vrta. Ljubit vjerme pjevnice, Krista šete, Krista šacerse, özje spomte, ради тебя потом шишья сетava с нами. Özje spomte, ради тебя потом шишья сетava с nami. Iisus le radite mia nășonte, cuștui-te munigăn și la mi pomte, că vlasni taie se polipi, Iisus oța la șala mărbi. Iubit vierme pe mânse, Krista șete, Krista șețexe, özje spomte, ради тебя потом шишья сетava с nami. Özjene şişye si hücre değişe, lok mi kad mušar se juge de ničme, mırdan kodaci laslo asra, stave sranje te garaž vrta. Ljubit vjerme pjevnice, Krista šete, Krista šacerse, özje spomte, ради тебя потом šишья setava s nami.
щете, крізь що це все з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Ісус, радійте, мія нашонте, пуштуйте му, не венчила мі помте, кивос не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юбит вірми, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. З'єнешіш, єси виджедичі, лок мікет мушарсе югеде нічми, виден кодаджі ласласра, стави срядіте генеш вивта. Юбит вірме, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Юбит вірме, Орним юги диває дестача, повтемлон факел яски приден очам, є на жеміє піштрат лаві, помі луку жавошла лаві. Юбит вірме, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Юбит вірме, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Юбит вірме, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Ісус, радійте, мія нашонте, пуштуйте му, не венчила мі помте, кивос не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юбит вірме, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. З'єнешіш, єси виджедичі, лок мікет мушарсе югеде нічми, виден кодаджі ласласра, стави срядіте генеш вивта. Юбит вірме, пемице, Христа щете, Христ лише це все, з'яспомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Юбит вірме,
Псалом Давидлыш ошкана шилан кывлыдям. Локтай, шиламай Господлы, кыпыда шиламан кутамошканы енмас. Сия миян мезмамлан зумыт подулыс. Локтай сылан чужамбан воджа сиес аттяламан, ошкай сиес гора шиламан. От Господь ыджид ен, став ен ясвылын сия ыджидыксы. Мупыдасыз сылан киын, кера силыс сылан, сариджис чоч сылан, сарич саимуса сия вычис аслас киясан. Локтай, да муач копырчиламай Господлы, суфтамай пиджас выламиянас вычиш воджа. От сия миян ен, а ми сылан йырыш ыжьясыз. Аминь. Аминь. Ждате. Прочитаем в новом русском переводе. Придите. Пришли. Воспоем Господу. Вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением. С песнями будем Ему восклицать. Потому что Господь великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море Его, Он сотворил Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и пойдем перед Ним. Преклоним колено перед Господом, Создателем нашим. Он наш Бог, а мы Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Аминь. Вот здесь вот часто в Писании мы читаем и в псалмах, и в других местах Писания, что авторы пишут, Он Бог и вершин, и глубин, и морей, и океанов, и все-все. И спрашивается, зачем это надо? Зачем это нам надо говорить, что Он? Ну, сказали же, Он Бог над всем. Но это говорит о том сознании людей, тех современников, которыми это писалось. Сознание древнего человека какое было? Что есть отдельные боги, которые отвечают за отдельные территории. Вот Бог такой территории, Бог такой территории. И люди поклонялись в зависимости от того, где они находятся, тому Богу, которому они думали, вот это территория этого Бога. К сожалению, то же самое иногда происходит и в сознании современных людей. Когда люди думают, что вот у этого города особенный дух, у того города особенный дух. А еще Давид и пророки говорили, Бог над всем. Он создатель всего, Он везде один, единый. Вот это вот монотеистическая религия, Господь, который открывал вот эту идею, что Бог един, она там очень тяжело пробивалась через сознание людей, даже через свой народ избранный. А это же написано было евреям. Бог всегда это напоминал, потому что у них всегда тоже это вот влияние прошлых веков, влияние окружающих народов имело место быть. И Давид, и пророки говорят, Он Бог и того, и сего, и все. Это все один и тот же Бог. Нету, например, нету особых богов от этой болезни, особых святых от этой болезни, особых святых от этого пристрастия, от этих несчастий. И мы начинаем дробить, делить Бога на разные обстоятельства и на разные явления природы или территории. Но Бог открывает. Я есть единый, я царь над всем, я создатель всего. Поэтому, когда мы эти читаем, кажется, зачем это, кому это надо? Это нам надо, это осознать. Бог един, Он один, и Господь Иисус Христос, Спаситель, един есть. И Он объединяет всех людей, и в Нем мы находим единство и мир. И об этом нам надо всегда помнить. Когда читаем вот такие места Писания, обращать на это внимание и посмотреть, а как в нашем сознании все это проецируется, как мы осознаем единство Бога, Его могущество и влияние на все сферы моей жизни. Аминь.
Господь да благословит нас. Давайте воздадим Ему славу, как Он и призывает Давид нас. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе, единому великому Богу, сотворившему небо, землю, видимое, невидимое, осязаемое нами, неосязаемое нами. Господь, спасибо Тебе, что Ты правишь всем. Древние еще говорили, Ты царь над всем. То есть Ты правишь всем абсолютно, абсолютно всем. То, что окружает нас, и то, что в нас, и то, что переживаем мы, над всем Ты, Господь, правишь доброй рукой. Я благодарю Тебя, Господь, что мы можем приходить с любой нуждой именно к Тебе. И именно только именем Иисуса Христа. Ты дал нам, Господь, это возможность и право. Я благодарю Тебя, Господь, когда мы призываем Твое имя, оно совершает свое удивительное действие в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, что мы сегодня предстаем перед Тобой, и если у нас есть нужды, мы приносим их Тебе. Если у нас есть благодарности, мы воздаем эти благодарности Тебе и почести Тебе, Господь. И мы просим, Боже мой, Дух Святой, пожалуйста, вот то, что мы сейчас услышали этот призыв, благодарите, восхваляйте, воздавайте славу. Пускай это в нас сейчас доброе происходит во имя Иисуса. Дай нам увидеть очень конкретно, за что сейчас я могу благодарить Тебя. Во имя Иисуса Христа благослови. Благослови, Господь, чтобы все эти песнопения, которые будут возноситься, возносились к Твоему престолу, Господь, и возносили всех нас вместе. Во имя Иисуса Тебе да будет слава за все. Благослови каждого, кто находится здесь, кто не с нами сейчас, кто где-то вдалеке от нас, кто смотрит. Пускай Твоя, Господь, благословляющая рука пребывает на каждом во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь да благословит вас. Мир Божий, дорогая церковь. Вы анёлом стали. Давайте славить нашего Господа. Он достоин всей славы. Только Ты, Господь, упование мое, крепость моя ищи. На Тебя уповало сердце мое, и Ты услышал меня. Ты извлек меня из глубокого рва, на камне поставил меня. Новую песню вложил мне в уста, буду вечно славить Тебя. Только ты, Господь, упование мое, крепость моя ищи. На Тебя уповало сердце мое, и Ты услышал меня. Я желаю исполнить волю Твою, закон Твой в сердце моем. Дух Твой благой да ведет в землю правды меня. Иисус, слава Тебе, Иисус, слава Тебе. Давайте еще раз вместе. Иисус, слава Тебе, Иисус, слава. Иисус, слава Тебе, слава Тебе. Буду вечно славить Тебя, буду вечно славить Тебя, буду вечно славить Тебя. Слава Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Хвалить и благодарить Господа
Слава Алілуя! Бурлуни, лонлуни, муслуни ставнедли. Лидям апостол Лукалыш воджа юр. Значит, какой мод ыкмыс сянь, нилям ыкмыс юр визеч. Мария Елизавета Дорн. Кымын кылун мысти, Мария термашаман модачес керес вымуа, Иудакара. Закар керка пыриган, сия чолам алис Елизаветас. Елизаветалан кынамас кагас четчиштис. Елизавета турис вежалолан. Акора шиашис, буршиема тене Аня спиш, буршиема шылым лун кагата, шылым ул кагата. Кодина ме, мой господлан мамы слокта ме орда. Мыян сымын кыли, чолам алымте, кагай рад пырыш четчиштис кынаман. Те шуда есканда, от господлан те начуемыс и нас. Мария шуис, ошка шыла мой господес, ним кодяща лолой ен весна, мездуш весна. От сия видедли саслас конер кес еглань. Он ищань став чужищес шуас мена шудан. От тачем ыджет тор вочемыс, вочис менем вына енмыс, вежа сылан нимыс. Аминь. В чем сила, брат? В правде. В ком правда, брат? В Господе. Моя сила – это Ты, Господь. Познавать хочу Тебя, Дух Святой, коснись меня. Познавать хочу Тебя, Дух Святой, коснись меня. Моя сила — это Ты, моя крепость — это Ты, больше счастья не ищу, я люблю. Наполняешь Ты меня, исцеляешь Ты меня, в Твоем свете быть хочу, я люблю. В Твоем свете быть хочу, я люблю. Песню славы возношу и Тебя превозношу. Песню славы возношу и Тебя превозношу. Моя сила — это Ты, моя крепость — это Ты, больше счастья не ищу, я люблю. Наполняешь Ты меня, исцеляешь Ты меня, в Твоем свете быть хочу, я люблю. В Твоем свете быть хочу, я люблю. Дай мне мудрости
хочу, я люблю в Твоем свете. Аллилуйя. Бурасов, Дона Юртес. Прочтем небольшой отрывочек из Ефесянам 4 главы. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг с другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь». Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса, Сына Твоего, который пришел на эту землю, взял все наши грехи на себя. Благодарим Тебя за милость Твою, Отец Небесный, за Иисуса и Духа Святого, которого Ты нам дал. Аминь. Atietelit krestin kuolemi, atietelit vyna loužemi, atietelit olem šedemi, Musa Isuse. Atietenet krestin kuolemi,
Доброе утро, дорогая церковь, мир вам всем. Благословенно святое имя Господа Иисуса Христа. Благословляем и вас благословляем во имя Иисуса Христа. Читать буду Луки, 11 глава, 27-28 стих. Коди шудаес. Иисус лен шорнитиган, jos чукариш оти ань, гора шуес. Шуда тене кюнемас новледлишес, ли мореснас ньонедишес. Иисус шуес. Шудаес ерлиш кювсе кюлишяс, да ен кювшерти олишяс. Аминь. Господь любит каждого. Господь заботится о нас и учит нас заботиться о других. Господь да благословит всех дающих и приносящих, любящих людей. Давайте принесем наши пожертвования. Бывают дни, мне кажется, ты далеко. Приходит страх, и вера угасает. Но нежный голос твой расскажет мне о том, что ты со мной, всегда со мной. Как велика твоя безмерная любовь, она навек собой меня пленила. Так пусть вся жизнь моя расскажет всем, как велика она, любовь твоя,
О, аллилуйя, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. За Твою безмерную, прекрасную, прекрасную любовь, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что только Ты так можешь любить. Слава Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Ты являешь свою любовь, Господь, на этой земле каждому из нас. Мы, Господь, можем окунуться в эту любовь. Ты, Господь, уверяешь нас, Твоя любовь изливается на нас. Просто безмерно. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты по любви Своей, Ты обеспечитель наш во всякой нужде. И сверх нужды, Господь, Ты благословляешь нас. Сверх того, что нам надо. Мы это видим, Господь, в своей жизни. У нас намного больше всего, что нам нужно просто для существования. Ты говоришь, что Ты с избытком даешь нам. Больше, чем нужно. Благодарю Тебя за это. Спасибо Тебе, Господь, от этого избытка мы можем служить этим приношением. Благодарю Тебя, Господь, что мы не приносим, Ты не желаешь, чтобы мы приносили последнее, а от избытка. Благодарю Тебя за это. Благослови, Боже мой, нас жить в этом избытке, благословлять от этого избытка, который исходит от Тебя во всякое время. Тебе да будет слава, наш Небесный Отец. Спасибо Тебе за все. Аминь. Наши маленькие дети, подростки тоже хотят прославлять Бога. Они знают, куда идти. Конечно же, на сцену, пожалуйста, проходите. Просыпаюсь я утром и пою, Иисус мой, Тебя люблю, перед сном опять я лишь Тебе поклоняюсь, Иисус. Иисус, Тебя люблю, я люблю, Иисус, Тебя
Знаете, что сейчас происходит на небесах? Там в ответ поют. Там поют так. Давайте еще раз. Я люблю. И Христос говорит, Миша, я тебя люблю. Я люблю. Веня, я тебя люблю. Я люблю. Марик, я тебя люблю. Я люблю. Даша, я тебя люблю. Я люблю. Катя, я тебя люблю. Я люблю. Ариша, я тебя люблю. Я люблю. Давид, я тебя сильно люблю. Я люблю. Глеб, я тебя люблю. Я люблю. Всех я очень вас люблю. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава тебе, Господь. Спасибо, что ты любишь, и мы любимы тобой. Взрослые дети, мы любимы тобой. И мы в ответ тебе поем. Иисус, я тебя люблю. Я люблю. Иисус, тебя люблю. Я люблю. Иисус, тебя люблю. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте, детки, знаете, что сделаем? Помолимся за тех, кто у нас сегодня, кто-то приболел, кого-то нет. По-моему, Маша, тетя Надя, Данил, да, тоже приболел. Тетя Надя серьезно заболела, не приболела. Вот, давайте помолимся за них, хорошо? Давайте сюда встанем в ряд и давайте принесем каждого, кто у нас сейчас сегодня отсутствует по какой-то причине, кто болеет. Кто помолится за Машу Анканту? За выздоровление ее, чтобы Господь исцелил ее. С Викой все хорошо? Маша только болеет. Кто помолится за Машу? Лес рук. Аминь. Сейчас я сам тогда скажу. Веня, иди, пожалуйста, помолись за Машу. Дорогой наш Небесный Отец, благослови всех, кто сегодня есть. Спасибо, что мы сегодня смогли сюда прийти. Благослови всех, кто болеет. Благослови Машу, чтобы она выздоровела и на следующее воскресенье пришла сюда. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Миша, может тебе за Данилу. Данилу знаешь ведь? Данила, да? Дорогой Небесный Отец, благослови Данила,
Благослови всех, кто болеет. Благослови этот день, чтобы все прошло хорошо. Аминь. Аминь, аллилуйя. Катя, может, тебя? За тетю Надю помолимся? Дорогой Небесный Отец, благослови тетю Надю, чтобы она вызвала и в следующее воскресенье пришла, чтобы все ее болезни ушли. Аминь. Аминь, аллилуйя. Кто еще у нас болеет? Стефан заболел. Дашенька, иди сюда. Иди сюда, Даша. Ну, Ариша, иди сюда тогда. Иди, Ариша, сюда. Ариша, иди. Ариша, иди. Ну, а что такие скромные? Иди сюда. А, иди сюда. Ну, Глеб, иди сюда. Помолимся за... Кто заболел? Стефан. За Стефана помолимся. Отец наш Небесный, благослови Стефана, чтобы с ним все было хорошо, чтобы он выздоравливал, чтобы ему становилось хорошо. Благослови его Бог, чтобы он был благословен. Аминь. Аминь. За кого Давид помолится у нас? Твой папа заболел, Давид? Ну, иди сюда. Тебе надо за Сашу, Александр. Иди, помолимся вместе. Чего ты? Давай иди сюда. Ну, кто помолится за Александра Китова? Марик, иди сюда. Александра Китова знаешь? У Кати папу. Дядя Саша. Такой высокий, красавец. Спортсмен. Нет, не мешало. Алексей Китов. Знает, конечно. Ну, короче, молимся за Александра. А Господь разберется, кому чего дать. За здоровье его, да? За исцеление. Дорогой Небесный Отец, сделай так, чтобы Александр Китов вылечился, чтобы у него все было хорошо, чтобы ты его благословил. Спасибо за то, что мы тут, чтобы никто не болел, чтобы Александр Китов тоже. Я так, чтобы он завтра мог выздороветь. Аминь. 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 Слава Богу, Господь, спасибо Тебе, что Ты принимаешь все наши молитвы, Господь, и отвечаешь на них. И пускай все те, о которых мы сегодня напомнили Тебе, Господь, когда Ты никогда о них не забывал, пускай они переживают сейчас Твое явное прикосновение и силу Твою, которая восстанавливает их от всякой болезни. И всякая болезнь во имя Иисуса да отступит от них. Аминь. Спасибо. Спасибо за ваше служение. Господь да благословит вас. Если есть там молитвенные еще нужды, принесите, пожалуйста. Прославители, большое спасибо вам. Есть ли у нас именинники? Нету, да? Ну, слава Богу, тоже. Аллилуйя. Есть молитвенные нужды. Ой, сегодня много. Прошу помолиться за 5-летнюю Иду Захарову. Необходима госпитализация в Москву с почками. Но из-за высокой температуры это невозможно. Отец наш Небесный, Целитель наш, Источник всякого здоровья, силы, Господь, мы приходим к Тебе сейчас, как жаждущий пить приходит к источнику воды. Также, Господь, мы жаждущие исцеления для этой Иды, маленькой девочки. Мы приходим к Тебе, Господь, чтобы оттуда взять это исцеление, и чтобы оно было, Господь, на Иде, во имя Иисуса Христа. Пускай сейчас Твои силы небесные накроют Иду теплом, силой, и исцеление придет.
почки восстанавливаются. Всякая болезнь оставляет ее. Твоя сила восстанавливает ее как должно. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за Твое исцеление. Аминь. Помолитесь за Кирушеву Надежду Ивановну. Давление пусть Господь исцелит. Отец наш Небесный, молимся Тебе за нашу сестру Надежду Ивановну. Во имя Иисуса, пускай придет норма ее давления, Господь. Причина высокого давления да будет удалена именем Твоим, Иисус. Пускай Твоя благодать касается ее тела и восстанавливает нормы. Дай ей, Господь, сейчас с верой принять, Господь, Твое исцеление и Твою силу во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу помолиться за мою маму, Надежду Алексеевну, находится в больнице пневмония. Господь пусть укрепит и исцелит ее. Все упование на Господа, Рима Павловна. Отец наш Небесный, молимся Тебе за Надежду Алексеевну. Ты видишь, Господь, ее возраст, и Ты видишь, Господь, проблему с легкими, пневмонию. Во имя Иисуса, там, где она сейчас есть, в этой больничной палате, там, где она сейчас тяжело дышит, пускай прямо сейчас, Господь, Твоя сила коснется ее, потому что Ты там, Твой Дух там. Пожалуйста, Господь, удали лишние воды, приведи в порядок пневмонию, пускай легкие задышат во имя Иисуса Христа. Всякая пневмония да будет удалена сейчас именем и перед именем Иисуса Христа. Аминь. Господь даст мудрости в воспитании детей. Спасибо Богу, что Он благословляет, охраняет всех моих детей. Мария Андреевна. Это конец был, вторая часть. Дорогая церковь, благословите моего драгоценного правнука Александра Резника. Ему исполнился годик, чтобы рос здоровым, послушным, в объятиях Бога. Спасибо Богу за этого малыша, родителям Оксане и Павлу. Господь даст мудрость в воспитании детей. Спасибо Богу, что Он благословляет и охраняет всех моих детей. Ну вот сейчас понятно. Отец наш Небесный, мы благословляем Твое имя прекрасное, что Ты дал жизнь Александру, правнуку нашей дорогой сестры Марии Андреевны, Господь. И Ты слышишь молитвы, Боже мой, бабушек, родителей, бабушек, прабабушек и церкви, Господь. И пускай Твоя благость сопровождает этого ребенка. Он сейчас встает на ноги, и пускай, Господь, его путь жизненный будет всегда под Твоим благословением. И пускай он всегда осознает, Господь, что Ты Бог, Его любящий Отец во имя Иисуса Христа. Аминь. Просьба помолиться за Сергея Турубанова. Турубанова заболел, находится в больнице. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем всякую власть болезни. Именем Иисуса. В жизни Сергея. Да будет разрушена всякая власть. Господь, дай ему полное освобождение от всякого рода заболеваний. Восстанови его. Он здоровый мужчина. Он отец, который должен воспитывать ребенка. Он муж, который должен заботиться о своей жене. Быть здоровым. Во имя Иисуса Христа мы молимся сейчас и благословляем его. Всякая болезнь, какая бы причина ни была, всякая болезнь, под каким бы именем она ни была,
да будет разрушена и удалена от него во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся за семью Леши, они болеют все, Таня, Леша и Даниил, за Анканта, за Машу, большая температура. Отец мой Небесный, мы молимся сейчас за семью Алексея, и за супругу его Татьяну, и за Даниила, и за Надежду Анканта, и за Машу, Господь, мы еще раз приносим их перед Тобой, Господь, и молим Тебя, пускай они переживают Твою силу в себе, пускай, Господь, их мышление изменится на то, что они увидят Твою благость и в том, что Ты их целитель во имя Иисуса Христа. Пускай они воздадут сейчас благодарность Тебе, что Ты их не забыл, что Ты с ними, и Ты, что их и восстанавливаешь, и исцеляешь. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Да? Да? Угу. Угу. Давайте помолимся. Прекрасно. Василисе, и сколько ли ей вообще месяцев? 2 недели от роду. Отец наш Небесный, Бог, дарующий жизнь, и Бог, дарующий, Господь, здоровье, мы сейчас приносим на руках молитвы, Господь, возносим этого младенца, 2-месячного младенца Василису, Господь, перед Тобой. Ты видишь, Господь, она не успела сформироваться в чреве матери своей. Но Ты, Господь, который формирует человека всю жизнь, и Ты, Господь, сформируй все, что еще недосформировано в ней, то, что еще недоразвито. Да будет это, Господь, восстановлено до того состояния, которое должно. Во имя Иисуса благослови ее, чтобы у нее выработался этот рефлекс жевательный, глотательный, принимающий пищу. Во имя Иисуса Христа, Господь, пускай сейчас Твоя благодать, как густой-густой туман, накроет это дитя, Господь. И в этом тумане, в этом облаке происходит творение. Господь, Ты творишь всегда. Так сказал нам Твой Сын Иисус Христос. Мой Отец творит и до ныне, и я творю. Пускай, Господь, Твое творительное творение происходит в этом ребенке и сейчас во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Слава, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Ну, как вы видите, у нас уже в церкви появились рождественские огни, рождественская елка, рождественская звезда, рождественские украшения. О чем это говорит? Уже пахнет Рождеством. Приходим потихонечку к этому великому празднику, великому событию, когда мы будем вместе восклицать о рождении Иисуса Христа. Как мы говорим, Христос родился, и мир изменился. Да? Аминь. И вот в этот декабрь я бы хотел, чтобы наши проповеди были, понятное дело, вокруг Рождества Христова. Каким-то образом было это все связано с Ним. Потому что не так часто в течение года потом мы говорим о Рождестве. И пускай в течение этого месяца мы будем читать места рождественского Евангелия и как-то рассуждать о том, что там нам Господь желает сказать. Сегодня мы тоже начнем читать. Что нам принесло это Рождество? Что принесло оно миру? Что принесло народу?
рождения Иисуса Христа. И вот мы знаем, что есть рождественское Евангелие, которое мы читаем во 2 главе Евангелия от Луки. И там Лука очень подробно описывает рождение Иисуса Христа, и в том числе он пишет о пастухах. Как пастухи давайте я прочитаю это небольшой отрывок. Неподалеку, то есть от того места, где родился Иисус, неподалеку были пастухи. Это Лука 2 глава с 8 стиха. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свои стада. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, которая принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца запеленатого и лежащего в кормушке». И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее: «Слава Богу в вышних небес, в вышине небес, и на земле мир людям, которым Он милостив». Когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда, нашли Марию, у Иосифа, младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. А Мария сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя, восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все сказалось точно так, как им было сказано. Аминь. И вот сегодня мы остановимся на том, что сказали ангелы. Ангелы восклицают, 14 стих: «Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям». Вот мы живем в такое время, когда слово «мир» очень желанно для нас. Состояние мира очень желанно для нас. Мы часто употребляем это слово, говорим: мир вам, мир этому дому. Но иногда смысл этого слова улетучивается. Мы говорим это как фразу, это хорошее дело. Но иногда что это такое и что с этим делать, мы как-то не улавливаем. Но приходят иногда времена, когда ощущение отсутствия мира очень явно. И желание этого мира очень сильно. Мы хотим этого мира. Мы хотим этого состояния, когда не надо ничего бояться. Когда Бог говорит «мир вам», Он говорит: да не будет власти страха вас. Пускай страх не властвует над вашим мышлением, над вашими эмоциями. Мир Божий – это отсутствие страха перед обстоятельствами, перед угрозами. Мир – это то, что изгоняет страх в нашем сердце. И вот Иисус Христос очень часто напоминал им, что Он принес. Например, в Евангелии от Иоанна в своих беседах с учениками, Иоанн 16 глава с 32 стиха. Он общается с учениками и только с ними. Из 32 стиха, в конец 16 главы он пишет, он говорит так, Иоанн записал: «Наступает такое время,
И уже наступило. Когда вы все разбежитесь по домам и оставите меня одного. Но я не один, потому что со мной Отец. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом мире вас ожидают невзгоды, но не отчаивайтесь, я победил мир. В русском языке так случилось, что есть слово «мир», у которого разные значения. Иногда это нас сбивает с толку. И вот в этом месте Писания встречается оба этих слова, но с разным значением. Вот Иисус говорит, сразу Он говорит, что пришло время, когда вас охватит страх. И вы подвластны этому страху, разбежитесь от меня. Вы не сможете противостоять этому страху. Страх будет настолько великий, то, что вы мне сейчас говорите, что ты наш Господь, мы тебя любим, это не будет иметь никакого значения. Вы забудете это все. И когда встанет вопрос жизни и смерти вашей, то вы мне все оставите. И он это говорит, я так думаю, внутри с улыбкой, нисколько не осуждая учеников, потому что он знает, что будет происходить в их душе, в их сознании, что у них будет стоять выбор, жить или умереть. Но в данный момент, вот в это время, которое наступает, они не будут готовы противостоять этому страху. Они не смогут противостоять ему, потому что они не готовы. И Господь нисколько не осуждает. Эти слова не слова осуждения. Это слова констатации того факта, что будет происходить с ними. Он говорит, я вам это заранее говорю. Почему? Чтобы вы знали, я не осуждаю вас, я жду вас. И более того, я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. То есть он сразу говорит, им же придется искать выход из того страха, из той паники, которая у них будет. Им же придется искать, как избавиться от этого страха, от состояния предательства и от состояния самоосуждения. Правда же? Это же все было с ними. Страх. Из-за страха они оставили Иисуса, то есть предали, и у них было это чувство. Мы предали Иисуса. Следующее чувство приходит – осуждение самих себя, самоосуждение. Как я мог это сделать? И как с этим жить? Иуда, я так думаю, Иуда не слышал этих слов. Он ушел чуть раньше. И он не услышал слова Иисуса. Я говорю это вам, чтобы вы нашли мир во мне. Все остальные вспомнили это слова и нашли мир во Христе. А Иуда не нашел. И какой у него выход был? Очень печальный. Он не нашел этого выхода. Он также предал. Он также из-за страха это сделал. Он понял, что он сделал. Он раскаивался в том, что он сделал. Но все равно страх, самоосуждение, чувство предательства настолько было сильное в его жизни, что он другого выхода не нашел, как только лишить себя этой жизни. Потому что она больше не была ему мила. Он не видел выхода из этого состояния. Другие апостолы услышали эти слова. Иисус говорит, я вам это сказал заранее, чтобы вы нашли во мне мир. В этом мире, то есть в этой системе мира, на этой земле, вас ожидают невзгоды, но не отчаивайтесь. Я победил эту систему мира. Не отчаивайся. Не отчаивайся. Рождество уже было 2000 лет назад. Иисус принес этот мир. Не отчаивайся. Давайте скажем, я не буду отчаиваться. Иисус мой мир. Я не буду отчаиваться.
Иисус мой мир. Что бы ни происходило в моей жизни, я не буду отчаиваться. Какой бы страх ни пришел в мою жизнь, я не буду и отчаиваться. Иисус мой мир. А? Посмотрите, что Иисус говорит. Я вам это сказал, чтобы вы нашли мир во мне. Аллилуйя. Аллилуйя. И дальше. Чуть раньше. Когда он учил учеников о том, что я ухожу, но не оставляю вас сиротами. Дух Святой перейдет на мое место. Но я не просто уйду и ничего не оставлю после себя. В 14 главе, 27 стихе он говорит такие слова. Я оставляю вас с миром. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как делает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Еще раз он противопоставляет свой мир как состояние, когда нету причины бояться. Нету причины бояться. Почему? Потому что Иисус поделился своим состоянием с нами. Как? Вообще непонятно. Вот Иисус не боялся ходить. Вы помните, да, по волнам идет, буря идет. Иисус идет себе, гуляет по Генесарецкому озеру. Волны кругом, он идет. Петр вышел, тоже пошел. Бодрой походкой. А потом, и испугался и стал тонуть. Иисус что ему сказал? В чем причина того, что он начал тонуть? Причина страх. Причина того, что он стал тонуть, страх и больше ничего. Он не говорил о его весе, что он переел, и поэтому он начал тонуть. Он не говорил о том, что он забыл одеть ласты, и поэтому он начал тонуть. Он не говорил, что в этом месте натяжение воды чуть-чуть другое, чем моими ногами. Ничего такого он не говорил. Физику он не приводил, законы физики не приводил, потому что все, что происходило, это было вопреки законам всякой физики. Правда же? Но, оказывается, мы многое не можем совершить в этом мире только по одной причине. Очень многие вещи мы не достигаем в этом мире только по одной причине. Очень многое мы теряем в этом мире, в своей жизни, только по одной причине. И эта причина – страх. Страх того, я не могу, я не смогу. У меня нет знаний, у меня нет сил, у меня нет возможностей. Страх. Эти люди против меня, эта система против меня, все против меня. Страх. Иисус как бы говорит главную причину. Он не боялся, да? Он не боялся обстоятельств, он не боялся людей, он не боялся тех, которые искали его смерти. Он говорит, вы же меня берете не потому, что вы такие сильные, а потому что я себя отдаю вам. Там не было страха совершенно. И вот он говорит, я оставляю вас с миром, я мой мир даю вам. Да? Он говорит, я делюсь с тем, что у меня есть. Я делюсь с вами. Давайте возьмем то, что Господь протягивает нам. Он делится с нами, с миром, своим состоянием своего духа, состоянием своего существа. Я не боюсь. Тяжело это? Кажется, что тяжело. Но Иисус говорит, я мир свой даю вам. Делится. Так же, как Он поделился своей жизнью с нами. Почему у нас есть уверенность в том, что мы вечно будем жить? Потому что Иисус поделился с нами своей жизнью, правда же? Поэтому и здесь мы также можем сказать, Господи Боже мой, Ты поделился со мной с тем, что у меня нет, а то, что у Тебя есть в избытке, и Ты это даешь мне.
Я мир свой даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. А как он этот мир дает нам, этот мир? Этот мир дает временное ощущение безопасности. В Писании есть такие слова. Когда все будут говорить мир и безопасность, тогда наступит пагуба. О чем это говорит? Когда мир этот говорит, все окей, мы все устроили так, что ничего бояться нету, то окажется, что это настолько иллюзорно и настолько кратковременно, что дальше наступает погибель. Да? И он говорит, вот этот мир дает временное ощущение безопасности. Временное ощущение. После которого наступает еще хуже, чем было до этого ощущения временного. Я же даю мир, который пребывает вечно, говорит Иисус. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Ну, Господь, спасибо тебе за эти слова, конечно. Как нам этот получить мир? Как нам войти в этот мир? Каким образом мы можем довериться этому миру? И как мы можем знать, нахожусь ли я в этом состоянии мира, который приходит от тебя? Вот смотрите, мы фактически в этом мире, вот есть мир, как это, какая-то земля, да, которая полна ссор, бытовых противостояний локальных, мировых войн, локальных, либо же более широких, внутреннего раздрая, когда у человека нет этого состояния мира. И это вот мир наполнен этим всем. Мы это видим, в этом находимся. Но Господь избрал некоторых людей. Я очень надеюсь, что мы среди этих людей, которые являемся либо призваны быть агентами Божьего мира. Это ведь тема очень известная, да? Секретный агент. Секретный агент, иноагент и все остальное прочее. Так вот, Господь церковь свою призвал быть вот таким вот агентом небесного царства на этой земле, цель которого проявлять в самых неблагоприятных обстоятельствах спокойствие, мир и состояние «я не тревожусь и не печалюсь о том, что сейчас происходит». Кто-то должен в этом мире, кто-то сказал, этот мир сошел с ума, остановите, я сойду с него. В этом мире кто-то должен проявлять мир, состояние спокойствия и мира. Кто это должен делать? Кто призван к этому? Кто еще, как не церковь? Находясь в этом мире, переживая и испытывая на себя все давление этого мира, также видя, что происходит вокруг, не только быть спокойными и не бояться того, что вокруг, но еще и в себе созидать этот мир, в себе утверждать Божий мир, в себе. Потому что весь раздрай, который внешне, прежде всего происходит в человеке, в отдельно взятом. Когда внутри нет мира и спокойствия, это рано или поздно будет проявляться во внешности. Да? И поэтому нам нужно как-то вот это понять, кто мы такие есть и как нам достигать этого мира. Если в русском языке есть проблема назвать мир как отсутствие страха и мир как отсутствие войны,
это названо одним словом, то в греческом языке мир Божий, то есть мир как отсутствие страха, звучит так. Эйрене. Давайте повторим. Эйрене. Вот Христос, когда, если говорил, и это было написано в греческом языке, да, вот в Евангелии нам написано, там это слово эйрене. Я вам даю эйрене. Мир. А как это по коме? Леньолем. Повтемолем. Повтемолем. Лень-олем. Тогда, когда нету вот этого страха и возбуждения из-за страха. Беспокойства. Да? А беспокойство, противоположность беспокойству в коме языке, это лень-олем, лень-лун. И нам это надо достигать в нашей жизни. И вот каким же образом? Как жить в этом мире? Как жить с женой, чтобы не воевать? Как жить с людьми, у которых совершенно другое мнение, очень отличное от моего мнения, от моего взгляда? Я могу бы жить с ними в мире? Вот человек другого мнения, совершенно противоположное, чем я. Например, я такой праведник и такой христианин, что от меня свечение идет, а рядом атеист, и который всячески унижает мою веру, мои взгляды и говорит, все это ерунда, что ты веришь. Быть такого не может, пока не увижу, не поверю. Могу я быть с ним в мире? Могу я ли быть в мире с теми людьми, у которых противоположные взгляды на политические обстоятельства и ситуацию в этом мире? Надо, либо могу. Надо-то я понимаю, что надо. Но могу. Есть нет для этого возможности. То есть, почему я могу? То есть, с одной стороны, можно поставить стену просто между собой и этими людьми, закрыться в каком-то информационном вакууме, сказать, а мне безразлично, мне не интересно то, что у кого-то другое мнение. Можно и так. То есть, я в мире, потому что не соприкасаюсь с другим взглядом, с другим мнением, с другим состоянием души и сознания. Да, меня это не касается, я закрылся. Но Иисус Христос говорит, я вас посылаю в этот мир, как овец среди волков. То есть ты не можешь закрыться. Ты не можешь просто сидеть в каком-то замкнутом пространстве и не касаться. Он говорит, вы между волков. И при этом он говорит, не бойтесь, я победил этих волков. Не бойтесь этих волков, они вас не сожрут. Более того, вы даже их можете сожрать. Но он к этому не призывает. Но он говорит, что вы в мире можете находиться даже в этих обстоятельствах, когда вокруг волки, реально. Каким образом? И вот апостол Павел, я думаю, на эту тему много пишет, как достигается мир в душе. И он говорит Колоссянам, обращается такими словами. Колоссянам 3 глава, с 12 стиха. И он обращается к церкви такими словами. Поэтому, как избранные, святые и любимые Богом, смотрите, как он обращается. Вы кто? Избранные, святые и любимые Богом. Избранные кем? Сделанные святыми кем? Любимые кем? То есть здесь о нас только в косвенно говорится. То есть здесь главный герой пока Бог.
Он нас избрал, и это не от меня, а от Него, чтобы я не похвалился. Он меня сделал святым, то есть отделил для себя. Это Он, это не я себя отделил для Него, чтобы я не хвалился. И я любим Богом. Это Он любим. Апостол Иоанн говорит, любовь-то в том, что Он прежде возлюбил нас. Он прежде возлюбил нас. То есть вот Он вначале обращается к нашему положению, кто мы есть. Мы избранные, святые и любимые Богом. Мы это принимаем? Это нормально? Или так? Ну так скажу для проформы. Или принимаем мы это? Так давайте утвердим. Давайте скажем так. Я избранный. Ты веришь в это? Давайте еще раз. Я избранный. Самим Богом. Хорошо. Я святой. Тут нету если. Не прибавляйте. Я святой. Так, ты посмела спорить с Павлом, апостолом. Ты давай ему задай этот вопрос. И мы читаем только то, что он утверждает. Он говорит, ты избрана. Аминь. Ты святая. Проблемка. Вот это тяжело. Почему? Потому что нам много чего ненужного наговорили про святость. А апостол Павел нисколько не сомневался, он пишет, вы святые. И он обращается много раз и говорит, ты святой. Нам надо это принять. Потому что если ты избранный, значит ты святой. Если ты не избран, ты не святой. Ты не можешь быть не святым, если ты избран. Давайте еще раз. Я избран. Я святой. Я любим. Как тяжело из нас это вылазит. А это истина. Это реальность. Это реальность. Я избран, я святой, я любим Богом. А вот дальше это то, что Бог сделал с нами. А вот дальше апостол Павел будет говорить о том, что мы должны. На том основании, что мы избраны, а не отщепенцы, что мы святы, а не грешники, что мы любимы, а не отвергнутые. Вот на этом основании он дальше говорит, что нам надо сделать. И он пишет так. Оденьтесь. Оказывается, святые, избранные и любимые могут быть нагими. По своему какому-то недоразумению. И он говорит, оденьтесь. Во что одеться, мы спрашиваем. И христиане, наверное, вопрошали колоссянам. Он говорит, оденьтесь. Во что? Сострадание. Здесь он прямо перечисляет вещи, которые нам нужны для того, чтобы мы не выглядели странно. Будучи святыми, избранными и любимыми Богом, чтобы мы не выглядели при этом раздетые. Чтобы люди не шарахались от нас и не говорили, как это так? Он святой, а он раздет. Он святой, а он не одет. Чтобы это не было диссонансом внутреннего и внешнего, апостол Павел говорит, ваше внутреннее преображено. Пожалуйста, соответственно, наденьте то, что должно быть. То, что мы избраны, никак же не видно. Правда же? То, что мы святые, тоже не видно. Поэтому и иконописцам надо было дорисовывать нимб. Но это тоже не видно. То, что мы любимы Богом, тоже не видно. Но это
правда, истина, да и аминь. И никак иначе. Но это не видно. А что видно? Вы видите сейчас мою одежду, но не видите мою наготу. И слава тебе, Господи. Но вы видите меня одежду. И апостол Павел говорит, невидимое, что сделал Бог, оно видно через то, что вы проявляете, во что вы одеты, другими словами. Апостол Павел обладал очень образным языком. И он пишет это нам. И смотрите, что он говорит. Оденьтесь, избранные, святые, любимые Богом, оденьтесь. Сострадание. Что это значит, сострадание? Когда мы можем проявлять сострадание? Если рядом кто-то страдает. Когда мы можем увидеть человека страдающего? Когда мы не закрыты от него. Правда же? Если мы закрыты от мира, мы никогда не увидим, что кто-то страдает. Но если мы открыты этому миру, не прячемся от него, мы обязательно кого-то найдем страдающего. Ну, обязательно. Мы это видим. И апостол Павел говорит, ты видишь страдающего человека? Накинь, пожалуйста, рубашку, которая говорит, что ты сострадательный человек. То есть прояви к этому человеку участие. Если он в чем-то страдает, прояви участие, чтобы сказать, чем я могу тебе помочь. Без осуждения того, что он в эту ситуацию попал сам. Ты сам виноват, сам и выкарабкивайся. Это не сострадание. Это называется «не сыпь, не соль на раны». Но апостол Павел говорит, если ты видишь страдающего, то прояви, одень на себя вот это сострадание, одежду, и скажи ему, чем я могу помочь. Но не пытайся его осудить за то, что он в это состояние попал. Хорошо? Скажите, эту одежду нам надо одевать? Она у меня всегда висит в гардеробе. Я очень часто ее забываю одевать. Она у меня есть. Но она висит у меня в шкафу. Я очень редко вспоминаю о ней, что она у меня есть, эта способность сострадать. Но я лучше сниму ее, чтобы не проявлять это сострадание. Самому спокойнее, как бы нам кажется. Но когда я знаю, что я мог бы проявить сострадание, но я эту рубашку не одел, но так и оставил себе в гардеробе ее, что следующее будет? Потом я не буду спать ночью, потому что я буду думать, я же мог помочь этому человеку. Я же мог проявить сострадание. Я же мог поучаствовать в его жизни, но я этого не сделал. Скажите, в этих раздумьях я буду иметь мир сам с собой? Я думаю, каждый из вас переживал это в своей жизни, когда ты спишь, вернее, не можешь заснуть, но лежишь и думаешь, почему я не проявил это сострадание, которое я мог? Почему я не одел эту рубашку на себя? И апостол Павел говорит, вот ты хочешь мира, который Бог дал, и Он дал тебе эту способность. Он дал эту тебе рубашку, способность сострадать. Я дал вам свой мир. Иисус сострадал всем, сказано. Всем болеющим сострадал, нищим сострадал. И Он всегда был в этой одежде. А я выбираю ее. А когда одеть, и по отношению к кому ее одеть? И потом я говорю, почему у меня нету мира в сердце? Потому что в этот момент я это не проявил. Вот и все. Но от этого я не становлюсь не избранным, не святым и не любимым. Бог все равно говорит, ты избран, ты святой и ты любим мною. В следующий раз, пожалуйста, увидишь этого человека, накинь, пожалуйста, рубашечку под названием сострадание. Будешь спать спокойно. Грызть тебя совесть твоя не будет. Следующая одежда называется доброта.
Что о ней говорить? Мы все ее знаем. И у нас у всех она есть в нашем гардеробе. Правда же? Мы же ее можем проявлять. Мы ее проявляем к своим самым близким людям. К детям, к внукам. Бабушки так ее вообще не снимают, эту доброту себя. Они как будто с ней родились и ходят в этой доброте. Как только внук или правнук бежит, она уже вся просто укутана в трех одеждах доброты. Что бы ни сделал внук или правнук. Правда? Но когда это касается человека, не нашего родственника, не нашей, может быть, национальности человека, не нашего вероисповедания человека, каким-то чудесным образом мы успеваем быстренько переодеться. Прямо на лету переодеваемся и скидываем с себя одежду доброта и одеваем неприкосновенность. Броня. Вот апостол Павел здесь пишет в этой главе, в 3 главе Колоссянам, про вот эту одежду, во что нам надо одеться, чтобы иметь мир. А в Ефесянам он пишет в 6 главе другой гардероб. Там он пишет о кольчугах, о щитах, о шлемах, о мечах. И вот проблема нас, что мы вот эти два места путаем друг с другом. Колоссянам 3 главу часто путаем с Ефесянам 6 главы. И если что, мы быстренько накидываем на себя кольчугу, берем щит и меч и шлем и встаем в позу. Не подходи, зашибу. Мы путаем два места Писания, что нам надо одевать. Но Ефесянам апостол Павел говорит, вот эту одежду, кольчугу, шлем, обувь соответствующая, щит, меч берите только тогда, когда вы видите на горизонте кого? Кого? Дьявола. Он так и пишет. Дьявола, когда вы видите, немедленно одевайте шлем, кольчугу, обувь, щит, меч и встаете в позу. Не подходи, зашиблю. Но почему-то мы, христиане, очень часто путаем эти два места и эти два гардероба. Войны и мира. И тогда, когда надо одеваться в одежду мира, сострадание, доброта и все остальное, мы одеваем кольчугу, шлем и берем щит и меч. Это происходит с нами очень. Со мной это происходит. Когда я путаю два местописания, когда они не к месту применяются. Итак, доброту. Когда мы проявляем эту доброту своим близким, то мы это можем делать. Но это говорит только о том, почему Господь так сотворил нас, что мы легко проявляем доброту к любимым близким людям. Этим Он хочет сказать, что в нас есть эта способность проявления доброты. Есть эта способность, эта одежда у нас есть. Весь вопрос, когда я ее одеваю и по отношению к кому. Как я одеваюсь? Мы тоже одеваемся по-разному. У всех у вас есть, у женщин, вечерние платья. Вы когда их одеваете? То есть, когда торжество, вы одеваетесь соответственно. Правда же? И апостол Павел тоже говорит, соответственно моменту одевайтесь, соответственно моменту. Мы же в церковь идем, соответственно одеваясь. Вот я в церковь оделся вот так вот. Вы вот так вот. На работу я так не оденусь, где надо копать лопатой. Я оденусь по-другому. Если я иду к самым близким знакомым, я оденусь попроще. Могу футболку накинуть и рваные джинсы. Ну, не рваные, конечно, но джинсы потертые. И апостол Павел говорит, соответственно моменту оденьтесь. Соответственно, если надо проявить сострадание, оденьтесь в одежду сострадания. Если нужно проявить доброту, независимо от того, кто это человек, одень эту одежду.
Мы скажем, да я не могу. Я говорю, я не могу проявить сострадание. У меня нету этого, я очень честный человек. Давай подведем тебе твоего любимого внука, посмотрим. Можешь, нет? Очень даже можешь. Очень даже можешь. Это в каждом из нас есть. Только мы не очень охотно одеваем эту одежду, которая соответствует этому моменту. Сострадание, доброту, смирение. Господи Боже мой, это есть. Когда надо смирение, как некоторые здесь сказали, своя рубашка ближе к телу, мы ее быстренько одеваем. Но когда она невыгодна, мы не проявляем это смирение. Кротость, терпение. Дальше апостол Павел продолжает. Будьте снисходительны друг к другу. Прощайте друг другу все ваши обиды. Как? Прощайте так, как Господь вас простил. Это же самое тяжелое, простить. Да ведь? Это же всегда вспоминаешь. Ну, поначалу. А потом это забывается. Если ты хочешь забыть, ты забудешь. Если ты напряжешь свою память, ты вспомнишь. Так вот, о Господе сказано, что Он простил нам что? Или не все? Или что-то все-таки оставил, чтобы держать нас на крючке? Все простил? Ну хорошо, а напоминает ли Он нам о том, что Он нам простил? А что тогда напоминает нам то, что мы сделали, если это не Бог? Мы же вспоминаем то, что мы сделали, неправедного, грешного. Кто это напоминает? Бог? Совесть? То есть все, кроме Бога, нам это напоминает. Это нам могут напомнить те, которым мы когда-то сделали зло, и хотя мы попросили прощения, это не значит, что они нам не напомнят. Это напоминает нам наша память, которая у нас есть, и слава Богу, Господь не отнял ее. Это напоминает сам лукавый. Он это делает с удовольствием. Если мы вспоминаем это без удовольствия, то лукавый с удовольствием. Он просто кайф, наверное, ловит от того, чтобы нам напомнить, кто мы такие были. Но Писание говорит, что Господь забывает и удаляет от нас и от себя наши грехи, чтобы они никогда больше не встречались. Он говорит о том, что Он топит наши грехи на дно морское. А самая глубокая впадина в океане это какая? 11 километров. Впадина. Представляете? Иди достань. Там ничего живого нету. А может и есть, кто его знает. Есть. Ну, пускай они питаются этим всем. Но Господь говорит, я не вспоминаю. И это опять же хороший пример для нас. Что это значит? Это не значит, что мы сразу сможем так делать. Но это значит только то, что мы можем говорить, Господи, как Ты меня простил, учи меня также прощать других. И самого себя, и тех, кому я сделал зло, и то, что я сделал против Тебя. Научи меня также прощать. Дай мне одеваться в эту одежду прощения. Аминь. Это все не так просто, но когда мы имеем стремление к этому, и мы говорим, Господи, напомни мне об этом, что я как должен одеться. Слава Богу, что у меня есть жена, которая мне говорит, как не надо одеться. Если куда-то я иду, она говорит, одень это, а вот это не одень, а вот эту одень.
Либо она ко мне подойдет и скажет, так нормально? Я скажу ей, нормально или нет. Она же жена мне. Она же жена. Как я могу обмануть ее? То же самое Дух Святой делает с нами. Если мы можем друг другу напомнить самым близким людям, как надо одеться, и сказать, что соответствует, а что нет, то и Дух Святой говорит, вот в данный момент, что ты должен проявить, и у тебя это получится. Аминь. Пожалуйста, не допускай себе мысли, он недостоин моего сострадания, моего прощения тем более. Моей доброты он не дождется вовек. Но и ты не дождешься ни сострадания, ни доброты, ни милости. И это себе хочешь? Либо же ты одеваешь. Это проблема такая. Вы помните, даже Христос говорит притчу о том, что человек пришел на брачный пир, а оделся не по дресс-коду. Оделся не так, как положено на брачном пире. И чему ему сказали? Усищ. Что значит проваливай. Почему? Потому что ты не соответствуешь данному моменту. Когда ты видишь человека, нуждающего в сострадании, значит, ты должен быть соответственно одет по отношению к нему, а не высказывать свою мудрость, свои знания и свои суждения, кто он такой в твоих глазах. Это не соответствует. Бог говорит, уберите этого человека. Он здесь не нужен. И вот апостол Павел одевает нас. Какой он молодец все-таки. Не только говорит о нашем внутреннем состоянии, он говорит еще о том, во что мы должны одеться. Прощайте так, как Господь вас простил. На этом он не останавливается и продолжает. Он поднимает градус, поднимает наряд, еще более величественный и величественный, одевает все более краше и краше одежды. Начал со состраданием, а заканчивает. Ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. Что-то есть, что все это связывает. Есть такой предмет туалета, одежды, который связывает все остальное? Ну, у мужчин это, наверное, ремень. Да? У женщин еще, наверное, что-то есть. Но что-то должно быть, что это связывает, соединяет все. Почему я это делаю? Что меня движет? Сострадание, в доброте, в смирении, в кротости, в терпении, в прощении. Какой мотив? Что меня толкает на все это? Что двигает меня это проявлять? И он говорит, все это свяжите любовью. Кто-то скажет, только апостол Павел, какая любовь, в жизни никогда не говорил никому слова любви. Неважно, у тебя это есть. Бог сотворил тебя способным любить. То есть делать что-то бескорыстно. Делать что-то не потому, что тебе это выгодно. Делать что-то, потому что ты человек, сотворенный по образу Божию, а Бог любит. И ты это можешь сделать. Ты же проявляешь любовь к кошечке, к собачке, к самому ближнему, к маме. Значит, у тебя есть эта способность. Ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. И пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. Пусть в вас живет Слово Христа во всем Его богатстве. Учите, наставляйте друг друга со всякой мудростью. С благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны, духовное песнопение. Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Какое здесь слово трижды встретилось?
если вы внимательно слушали. Еще раз. Благодарите. 3 раза апостол Павел говорит. Он это говорит в отношении мира, который от Бога приходит. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа. Вот то, что Иисус Христос сказал. Я даю свой мир вам. Будьте благодарны. То есть, оказывается, ключ к тому, чтобы пребывать в мире, это благодарность. Просто благодарность. Состояние, когда ты можешь ясно кому-то за что-то сказать спасибо. Будь то Бог, будь то человек. Я благодарен тебе. Аминь. То есть простой ключ. Следующий он говорит, пусть вас живет Слово Христа. Там он говорил о мире Христа. Здесь говорит Слово Христа. Пускай вас живет во всем богатстве. Учите, наставляйте друг друга со всякой мудростью. Дальше с благодарностью в своих сердцах. Пойте псалмы. Не с нытьем. С благодарностью пойте. Восхваляйте Бога. Мы можем это сделать? Можем. И в этой благодарности с песнями в нас что-то просыпается, Слово Господа, которое дает нам самим свежесть. Третье, он говорит, что бы вы ни делали, там мир, здесь Слово, а дальше дела. Что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Иисуса, Бога Отца. Почему, апостол Павел, ты так вот делаешь ударение на этом состоянии? В этом отрывке ничего больше 3 раз не упоминается, как только слово «благодарность». Мы действительно агенты Господа Иисуса Христа на этой земле, которые должны нести мир и являть благодарность Богу, ближним, людям. Всегда находить нечто, за что можно сказать «благодарю тебя». Да? Потому что ныть и быть недовольным проще простого. В этом нет никакой мудрости и никакого величия и никакого достижения. То, что апостол Павел пишет, он говорит, это надо одеваться. И Господь даст вам мудрость, какую одежду надо применить в данном случае. Но чтобы это всегда у вас было, и вы всегда были готовы к этому, пожалуйста, не забывайте благодарить. Когда у вас мир в сердце от Христа, благодарите за этот мир. Не воспринимайте его как должное, так оно и должно быть. Это великая драгоценность, мир в сердце, мир в душе. Вот мир, когда я не боюсь, хотя все говорит о том, что есть о чем бояться. Когда я не переживаю, хотя есть вещи, о которых вроде бы надо переживать. Но я это говорю, Господь, ты ведь это все знаешь. Ты это все знаешь. И ты заранее все это знал, но все-таки допустил этим обстоятельствам произойти в моей жизни. Значит, что ты знаешь, что эти обстоятельства не сильнее меня. Не сильнее меня. Я пройду через них. Спасибо тебе, Господь, что ты дашь мне мудрость, силу и всякое деяние, чтобы через это пройти. То есть это внутренний диалог с Богом, который мы называем молитвой. Когда мы не говорим, Господи, почему ты это допустил в моей жизни? Мало что ли я служил тебе и жертвовал тебе? За что? Это не есть молитва благодарности. Молитва благодарности. Господи, ты это все знал, но все допустил, потому что знаешь, что с тобой я все это пройду. Спасибо тебе.
что ты со мной. Аминь. Это разные молитвы. Когда я кричу Богу, там нету мира никакого. А когда я говорю то, что ты, Господь, со мной, ты это допустил в моей жизни, потому что знал, что я с этим пройду вместе с тобой, тогда мир приходит, и сон приходит, и отдых приходит, и страхи уходят. Ангелы об этом знали, поэтому они возвестили: мир на земле. Они знали это, а люди не знали. Там была оккупация, там были чужие войска, там было не пойми что, голод, рассеяние. Ангелы кричат: мир вам, мир на земле. Говорю вам, в небесах слава Божья. Там нет нужды в мире, там всегда мир, но там слава Божья. А вам, друзья мои, нужен мир. И вот этот мир принес этот младенец. И он, когда вырос, сказал: я этот мир, который принес оттуда, даю вам, чтобы вы не боялись, не беспокоились и не кричали караул. Аминь. Классно. Кто у нас родился? Мироносец. Не в смысле маслоносец, а мир принес он нам. Мир. Аминь. В этом есть рождественская радостная новость. Родился князь мира. Есть страна, которая называется Мир. И в этой стране под названием Мир князь Иисус Христос. И Исаия пророк говорит: князь этого мира, мира Божьего, пришел к вам и принес этот мир в ваши сердца. Возрадуйтесь и возликуйте. Смотрите, что сделали пастухи. Они говорят: мир, пойдемте взглянем на того, который принес мир. Они пошли, увидели, рассказали. Они сказали: ой, какой он маленький. Они сказали: вот тот, который принесет мир всем нам. И как они обратно пошли? Восхваляя Бога. Благодарность переполнила их сердца. Когда вы будете сегодня идти домой, пускай благодарность переполняет ваши сердца. Скажите, какая классная проповедь, Господи Иисусе. И почему у нас такой классный проповедник? Да, Боже ты мой, за что нам такое? И какая прекрасная весть-то. Иисус Христос родился, слава, аллилуйя. То есть найдите все, что угодно, только чтобы ваши сердца были наполнены благодарностью и радостью. Аминь. Вы благословлены. Мир с вами. Гардероб полон одежды. Одевайте ее своевременно. Домой придете, прочитайте Колоссянам 3 главу. Во что нам одеться? Посмотрите, это все, весь этот гардероб у нас есть. Одевайте его. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Поблагодарим Бога. Аллилуйя. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем в соответствии с обстоятельствами, в соответствии с нуждой одевать ту одежду, которую Ты приготовил для нас. Если нужно являть сострадание, доброту, милость, смирение, упование, снисходительность, любовь, уважение. Господь, Ты все это нам дал. Всю эту одежду нам приготовил. Потому что Ты назвал нас теми людьми, которые достойны одеваться в эту одежду. И сказал: вы те люди, которые должны одеваться только в эти одежды. Вы избраны для этого, вы отделены для этого, и вы любимы мной для этого. Спасибо Тебе, Господь. Мы не придумываем эту одежду, мы не шьем ее сами, мы ее одеваем, готовая, приготовленная Тобой. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, каждого из нас иметь стремление
быть одетым соответственно той обстановке, тех обстоятельств, в которых Ты нас водворяешь. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что каждый, находящийся в этом зале, каждый, который сейчас смотрит эту трансляцию и будет смотреть потом, он имеет эту одежду. Спасибо Тебе, что Ты, Дух Святой, об этом позаботился. Тебе да будет слава за это. Спасибо Тебе, Боже мой, за то, Иисус, что Ты принес мир в этот мир, принес безопасность, принес состояние бесстрашия, когда все кричит о том, что надо бояться. Благодарю Тебя за то, что Ты окружаешь нас своим присутствием. Ты окружаешь нас своими ангелами. Ты окружаешь нас своим Духом Святым. Ты наполняешь нас своим присутствием, чтобы мы не боялись. Спасибо Тебе. Мы хотим возрастать в этом доверии Твоему миру во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Аллилуйя! Господь да благословит всех вас, благословите друг друга и пожелайте осознанно мир Божий. Очень осознанно. Скажите: мир тебе, друг мой. Сейчас помолимся. Николай Александрович, давай выйди сюда, пожалуйста, на сцену. Пожалуйста, выйди сюда. А то я сейчас попрошу сильных мужей, они тебя выведут. Аллилуйя. Мир есть? Есть. Слава Богу, нечего бояться. Аллилуйя. Давайте, дорогие братья и сестры, помолимся за нашего диакона, служителя дорогого, за Николая Александровича, за его поясницу. Прихватила его. Но как прихватила, так и что сделает? Отпустит. Во имя Иисуса. Помолимся, чтобы сейчас Божья рука освободила мышцы, позвонки встали на место, межпозвоночные диски встали на место, всякие грыжи удалились во имя Иисуса. Мы это сейчас провозглашаем, просим. Иисус, спасибо Тебе, что Ты эту болезнь поясницы, тоже чувствовал на кресте. Тебя там все сковало, все мышцы. Но Ты это взял, чтобы сейчас нашего дорогого брата Николая отпустила эта болезнь. Чтобы сейчас мышцы были расслаблены, чтобы позвонки встали на место, чтобы межпозвоночные диски встали на место, чтобы всякая грыжа была удалена, чтобы нервы не были защемлены. Во имя Иисуса благослови сейчас этим чудесным исцелением. Пускай Твоя теплота сейчас совершает в нем это восстановление. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Твоя сила, что Ты этой силой исцеляешь, восстанавливаешь лучше всякого врача. Спасибо Тебе. Всякая болезнь, всякое напряжение, всякий страх, всякая боязнь будут удалены, и они удаляются сейчас в мире Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Будь здоров. Нас ждут еще великие свершения. С Богом. Будьте благословенны, Господь да каждого из вас наполнит своим небесным миром. С Богом. Да. Да. И Господь благословит тебя миром своим небесным.